О том, что на территории Татарии есть большая нефть, геологи говорили еще в начале прошлого века. Но только в 1943 году, в самые суровые военные годы, в районе села Шугурово, близ Альметьевска, в скважине номер 1, были выявлены огромные запасы нефти. Эта дата и стала точкой отсчета в истории промышленной добычи черного золота в Татарстане. Но у нефтяников Татарстана есть и славное прошлое, и перспективное будущее. Уже сегодня в своей работе они используют передовые способы в геологоразведке и в нефтедобыче с применением так называемого метода искусственного интеллекта. Это когда сложными процессами управляет не человек, а компьютер. Сегодня мы из Центра управления бурения управляем одновременно порядка 60 буровым бригадам через спутник. По предварительным итогам первого полугодия в республике добыли более 17 миллионов тонн нефти. Добыча сократилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с выполнением России условий по международному соглашению ОПЕК+. Но, несмотря на вызовы времени, вклад компании «Татнефть» в социально-экономическое развитие республики остается по-прежнему высоким. Небольшое снижение добычи не помешало нефтяникам республики увеличить объемы инвестиций. Несмотря на значительный рост доли налоговых платежей и отчислений в себестоимости нефти, выросла налогооблагаемая прибыль по отрасли. Капитализация по Татнефти в течение года перешла рубеж 1 триллиона рублей. Рост к уровню 2016 года в 2017 году составил 20%. На сегодня текущая капитализация Татнефти уже 1,5 триллиона с лишним. И текущая капитализация у нас 25,4 миллиарда долларов. Казалось бы, время легкой нефти уже прошло. Вместе с тем мировой спрос на углеводородное сырье не уменьшается. По данным специалистов, доля трудноизвлекаемых запасов нефти в структуре добычи сегодня в России составляет более 60%. А это значит, что нужны новые передовые технологии извлечения нефти. Буровики не ищут по стране, по России. Поставьте нам башмак, дайте нам центратор, дайте нам пакер, дайте нам подвеску. Весь комплекс оборудования поставляем мы. Свыше 200 новых скважин в Татарстане будут построены на основе отечественного оборудования. Современные именно отечественные разработки внедрены и на 2 крупных новых производствах Танека. Новые промышленные установки позволят вырабатывать 1 миллион 600 тысяч тонн дизельного топлива и 500 тысяч тонн авиакеросина высшего качества в год. В этом году НПЗ планирует приступить к производу бензинов премиум-класса. К 2020 году объем переработки планируют довести уже до 12 миллионов тонн в год, а к 2023 году до 15 миллионов тонн. В итоге комплекс будет производить около 8 миллионов тонн дизеля, свыше 3 миллионов тонн автомобильных бензинов и 1 миллион тонн авиакеросина. Мы оборудование все покупали за границей. Сегодня 2 крупных комплекса мы запустили на Танека. И там небольшая часть импортной, специальной только продукции, типа компрессоров таких специальных, насосов, а все остальное российского изготовления. Многие специалисты отмечают, что запуск новых установок на Танека в будущем сможет положительно влиять на цены на автозаправках. Но это, как мы понимаем, планы на обозримое будущее. Что же касается сегодняшнего дня, то представитель федерального ведомства на нефтяном саммите заверил, что ценовая политика находится под контролем правительства. Точными прогнозами его ведомство не располагает, но необоснованный рост цен на бензин допущен не будет. Сейчас цены держатся на том же уровне, как вот мы наблюдали, опять же, в конце мая. Мы ожидаем, что в обозримом будущем они должны оставаться там стабильными. Каждый добытый в Татарстане миллиард тонн нефти – это труд не одного поколения людей. И в нефтяной промышленности человеческий капитал имеет важное значение. По словам президента, в этой отрасли главной ценностью являются именно люди, их знания, умения и опыт. Потому необходимо создавать все условия для жизни и профессионального роста каждого человека, работающего в этой непростой сфере. Мы ждем от вас, что в Альметьевске появится высшая школа нефти международного уровня. Такой центр должен быть. Несомненно, нефтяная промышленность – это основа развития экономики республики. И тут, как говорится, все средства хороши. Но главное – это объединить усилия бизнеса, сферы образования и властей, как федеральных, так и региональных, чтобы через 75 лет каждый нефтяник смог сказать: кто такой хороший нефтяник? Я очень просто отвечу. Это тот, который любит свою профессию. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней.